Подробные разъяснения по регистрации мопедов. Бүгінгі спикерлер. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті процессингтік орталығының бастығы полиция подполковнигі Жайшыбеков Алмазбек Жұмаділдаұлы. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті процессинг орталығының жол қозғалысы қауіпсіздігінің аға мемлекеттік инспекторы полиция подполковнигі Айтқазинов Алмаз Тельманұлы. Құрметті Алмазбек Жұмаділдаұлы, келесі сөзге өзіңізге беріледі. Саламатсыздар ма, брифингке қатысушылар. Құрметті азаматтар, Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті 2025 жылғы 5 сәуірден бастап мопедтерді механикалық көлік құралдарына теңестіретін заңнамалық түзетулер күшіне енетінін еске салады. Соған орай көрсетілген күннен бастап мопедтерді пайдалануға олар тіркелгеннен кейін ғана А1, А және Б санаттағы жүргізуші куәлігі бар азаматтар ғана қолдана алады. Және ол техникалық байқаудан және азаматтық құқықтық жауапкершілікті сақтандырудан өткен кейін ғана рұқсат етіледі. Мәлімет үшін бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысында 290-300-ге таяу мопед тіркелген хабарлаймыз. Мопедтерді тіркеу үшін Өскемен қаласының мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына Зайсан және Шиманаев аудандары, Ридер қаласы және Алтай аудандық халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуіне қажет. Қазіргі таңда бұл осы аудандарда криминалистік мопедтерді тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себепті Өскемен қаласына алып келудің қажеттілігі жоқ. Жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсынуға қажет, электронды түрде болуы мүмкін. Техникалық құжатты немесе мопедтің техникалық сипаттамалары туралы мәліметтерді ұсыну қажет. Өтініш толтыру, мопедті тексеруден және мопедті тіркеу үшін мемлекеттік баждарды төлеу қажет. Мәлімет үшін мопедтерді тіркеу ағымдағы жылдың 5 сәуірінен кейін де жалғасатынын хабарлаймыз. Шектеулер тек тіркелмеген мопедтерге ғана пайдалануға қатысты. Сондай ағымдағы жылдың 5 сәуірінен бастап тіркелмеген мопедтерді пайдалануға және оларды жүргізуші куәлігінсіз басқаруға тыйым салынатынын хабарлаймыз. Осыған байланысты Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті мопед иелерін оларды тезірек тіркеуге және құқық алу автомектептеріне оқудан өтуге шақырады. Өскемен қаласының мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында теориялық және практикалық емтихандарын тапсырып, жүргізуші куәлігін алуға болатынын хабарлаймыз. Енді осы Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына айтарымыз, ертеңгі күнге созбай осы мопедтерді қазірден бастап тіркеуге 5 сәуірге дейін тіркеуге қоюларыңызды сұранамыз. Құрметті Алмаз Тельманұлы, келесі сөзге өзіңізге беріледі. Добрый день, участники встречи. Департамент полиции напоминает, что с 5 апреля текущего года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к транспортным средствам. С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации при наличии водительского удостоверения категории А1, А, Б и прохождение технического осмотра и наличие страхового полиса гражданско-правовой ответственности. Для регистрации мопедов можно обратиться в спецсон города Усть-Каменогорска, а также в Центр обслуживания населения в Зайсанском, Шаманайхинском, городе Ридер и районе Алтай. Для регистрации мопедов необходимо провести процедуру осмотра мопеда. Эти все функции в указанных зонах существуют. Предъявить документы, удостоверяющие личность, представить технические документы или сведения с техническими характеристиками мопеда и зарегистрировать его в установленном порядке. Для сведения сообщаем, что 5 апреля регистрация мопедов не заканчивается. С 5 апреля вводятся только поправки, запрещающие эксплуатацию данного вида транспортных средств без соответствующей регистрации, как я уже сказал ранее, и наличие необходимых документов. В этой связи департамент полиции в очередной раз напоминает жителям области
о необходимости регистрации мопедов и получения водительского удостоверения категории А1, А или Б. Для этого необходимо пройти обучение в автошколах, сдать соответствующий теоретический и практический экзамен и получить водительское удостоверение. Құрметті әріптестер, брифингіміздің келесі кезеңі сұрақ-жауапқа көшеміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, спикерлерімізге қойсаңыздар болады. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга. Если у вас есть вопросы, то можете задать нашим спикерам. Да, есть вопросы. Подскажите, пожалуйста, какие санкции будут в случае, если человека поймают за незарегистрированном мопеде, и сколько мопедов зарегистрировали на текущий момент? По состоянию на сегодняшний день в области зарегистрировано 290 мопедов. Согласно административного законодательства, управление мопедом, не зарегистрированным в установленном порядке, это санкции, предусмотренные частью 2 статьи 590, штраф составляет 10 месячных расчетных показателей. Елена Братихина, сайт Фанюс. Считается, что мопед должен быть до 50 кубиков. Вот. Если мопед больше 50 кубиков, то как нам приходил ответ на запрос в редакцию, получается, он считается уже как автомобиль, значит, его надо оформлять по другим правилам. Там идет список документов из 6 пунктов, включая даже таможенный ввоз его на территорию Республики Казахстан. Вот что делать, причем таких мопедов у нас очень много по ВКО, что делать таким владельцам мопедов и как их можно поставить на учет? Такие мопеды регистрируются на общих основаниях, согласно приказу МВД РК 862, не как автомобили, а как обычные мотоциклы. То есть транспортные средства, не подпадающие под понятие мопед, регистрируются на общих основаниях. Для этого действительно необходима таможенная декларация, договор купли-продажи, поэтому владельцам таких транспортных средств необходимо обратиться в торгующие организации, где они приобретали эти транспортные средства для получения соответствующих документов. Хорошо, а если мопед куплен с рук и документов таких нет, а что делать в этом случае? Потому что некоторые мопеды у нас на территории Республики Казахстан завозят вообще как запчасти. Причем это осуществляют многие даже фирмы, мотосалоны. Просто продают запчасти. Ну, в таком случае владельцы данных транспортных средств не смогут их поставить. То есть это касается тех, которые превышают 50 кубических сантиметров мощность двигателя. То есть без соответствующих документов. Получается, у нас половина мопедов можно просто... Ну, они уже не мопеды, они будут относиться к категории мотоциклов. Еще скажите, пожалуйста, вот, сейчас 5 апреля вы уже будете, ну то есть мы видели, что в принципе мотоциклы-мопедисты уже есть на дорогах. Как вот будут действовать полицейские в случае вот выявления в потоке мопедов без номера? Там, или, например, если там несовершеннолетний управляет? Ну, совершеннолетний или несовершеннолетний, оно так визуально сейчас, конечно, не определится. То есть будут останавливать. Патрульная полиция, осуществляющая надзор за дорожным движением, будет проводить соответствующую работу. Будут останавливать в потоке, там отдельно как-то транспортные средства, которые управляют эти люди на незарегистрированных, и принимать меры в соответствии с правилами дорожного движения. Это все расписано в правилах, да, и в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. То есть применять соответствующие штрафные санкции к водителю, транспортное средство будет водворяться на специализированную стоянку до устранения причины задержания. Смотрите, в прошлом году много ДТП было именно с участием несовершеннолетних на мопедах. А сейчас вы правильно сказали, что сейчас не определишь. Если мопед, к примеру, зарегистрирован, все у него в порядке, а управляет несовершеннолетний, какая ответственность тогда и на кого она будет ложиться? Ну, еще раз повторюсь, это такая может быть выявлена только непосредственно при, так скажем, остановке этого транспортного средства и удостоверения личности водителя. То есть его возрастного ценза и наличие водительского удостоверения.
Статья 612 Кодекса об административных правонарушениях, штраф в размере 20 месячных показателей – это управление транспортным средством без соответствующей категории. В случае, если это несовершеннолетний ребенок, то соответствующие санкции будут применяться опекунам либо родителям. А еще по статистике не подскажете, сколько ДТП в прошлом году было с участием несовершеннолетних? К сожалению, нет. Вопрос касается регистрации непосредственно. Еще есть вопросы? Уважаемые спикеры, позвольте задать несколько вопросов, поступивших от журналистов. Первый вопрос. Электромотоциклы с какой мощностью двигателя подлежат обязательной регистрации? 2000, 3000, 4000 или 5000 Вт? Согласно закону о дорожном движении, подлежат регистрации электромотоциклы, электромопеды мощностью до 11 киловатт, то есть до 11 тысяч ватт, как вы сказали. Да. Второй вопрос. Какая категория водительского удостоверения требуется для управления электромотоциклами разной мощности? 2000, 3000, 4000 или 5000 Вт? Еще раз повторюсь, что да, для управления электромотоциклами либо электромопедами мощностью до 11 киловатт достаточно наличия водительского удостоверения под категорией А1. В случае, если транспортное средство превышает данную мощность, то есть двигатель превышает 11 киловатт мощность, то необходима категория А водительского удостоверения. Третий вопрос. Какие требования для открытия категории А1, если уже имеются категории Б и С? Также, согласно закону о дорожном движении, водительские удостоверения, если у лица имеются водительское удостоверение с открытыми категориями А и Б, оно подтверждает право управления мопедами под категорией А1. В случае, если отсутствует, то необходимо пройти обучение в автошколе, сдать соответствующий теоретический практический экзамен и получить соответствующее водительское удостоверение. Категория С1 на данный вид транспортного средства не распространяется. Рахмет көп. Осымен брифингіміз өз мәресіне жетті. Келгендеріңізге көп рахмет. Сау саламатта жүздесейік. На этом мы заканчиваем наш брифинг. Благодарим за внимание. До скорой встречи.